Хвала Аллаху, Господу миров, и наибольший благословения мирного, всемирного пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, аль-Буслан, аллади арсалаху Аллах, послан для всех народов мира, не для арабов, для всех людей. Араби, русские, англичане, французские, татары, башкиры и все. Есть людей, которые дети Адама. Потому что Аллах Субхану Тааля послал много пророков. Некоторые для своих народов, и некоторые без ограничения. Адам послан для дети Адама. Муса послан для своего народа. Ильяс для своего народа. Дауд для своего народа. Единственные два пророка, которые не написано кого, это Адам и Иисуса. Иисус написано: я послал Иса для дети Израиля. Я послал Адам для дети Адама. Но Аллах говорит в Коране: я послал Мухаммад для всех народов. Милосердие от меня, от Аллаха для народу. Потому что Аллах послал с ним Коран, который является великая книга, вечная книга, которая у нее все милость, все законы, все необходимо знать каждый человек. А когда познакомились с имам Валерием, который в фотографии, можно показать, она сказала: я русская, я православная, мне религия не нравится, я читаю Библию, не нравится мне, я читаю Тора, тоже не нравится мне, я хочу делать новые религии для людей. Я сказал: а ты их создала? Она говорит: при чем? Я сказал: кто делает, например, что-нибудь, он делает ему каталог, делает ему условия. Кто делает компьютер, делает программа, как используется. Кто делает машина, делает условия, какой бензин, какое масло, когда она тормозит, когда она едет и так далее. Поэтому только создатель имеет право делать порядок и закон для свои продукты. Как мы продукты, мы созданы Аллах Субхану Тааля, только Аллах имеет право нам делать условия, что может, что нельзя. Это написано в Коране. Аллах послал до Корана, послал сначала книги с Муса, послал книги с Даудом, послал некоторые брошюры Ибрагим алейхиссалям, тоже великий пророк, но это были временные, потому что Аллах послал Муса и Тора только для евреев. Послал, когда пришел Иисус говорит в Библии, которая находится в руках всех христиан, говорит: я послан только для заблужденных детей Израиля. И между прочим, христианство не имеет права распространять на других, потому что христианство это именно конкретно только для евреев. Только один апостол, который сказал: нет, я видел Иисуса в Дамаске и сказал, дал мне разрешение распространять христианство. А на самом деле, когда смотрим на христианство, когда смотрим на Библию, она имеет две части: Ветхий Завет и Новый Завет. Так? Это потому что получается христианская, еврейская религия. Потому что нету книги, нету законов, нету православные христиане, нет у них закон. Только закон, который в Библии. А все законы, которые в Библии, они тоже в Коране. Повторяется, 10 заветов. Не убивай, не люби деяния, не укради, и так далее, и так далее. Все законы, которые они... И все книги Аллаха вызвали к единому Божьему, молиться только одному Аллаху Субхану Тааля. Только мы имеем право молиться только на Создатель, который создал нас. Кто не создал, он не имеет права поклоняться перед нему. Мы кланяемся перед Аллахом, потому что он создал нас, делал нас в такие прекрасные творения, служит для нас и солнце, и луна, и земля, и животный мир, и растительный мир, и воздух для нас служит, солнце для нас служит, все, что есть в природе, нам служит. Поэтому мы благодарим Аллаха Субхану Тааля, и как вид поклонения, благодарность от нас, признание, что Он нас создал, признание, что мы довольны, и делаем то благодарность, которая для вас, для Аллаха Субхану Тааля не вредит и не пользу носит только для нас. И наша жизнь на земле – это испытание. Как мы ведем себя? Мы ведем себя послушными, порядочными, уважаем друг друга, любим друг друга, помогаем друг другу и так далее. И Аллах любит, когда люди живут взаимное понимание, взаимной любви, взаимное сотрудничество, что никого не обманывал. Аллах считает, все мы созданы одинаковые. И когда любит нас, когда человек носит больше другим, хоть больше это материально, знания, отношения, вежливость и так далее. Аллах любит, чтобы мы жили мирно на земле. Живите на земле
чувствуете, что используете наше богатство, и золото, и питание, такие разные фрукты, разные продукты, кушайте мясо, который я вас, животный мир для вас, как вид существования, и разрешил вам их убивать по-хорошему, почему есть халяль и не халяль. Как сами меньше всего животные чувствуют боль, когда резать по-мусульмански. Один удар, острый нож, и сразу отрывает нерв. И животное не мучится абсолютно. Да. А любого другого способа, удары током или удары, например, как-то там, он 5, 6, 7 минут он мучится. Да. Почему ислам требует, чтобы кровь вышел из тела животного, потому что кровь, она носит жизнь этого животного. И она все болезни в нее, все очень и микробы есть, например, и всякие, например, нежелательные. Поэтому кровь, ислам требует, чтобы он, когда кушаешь животное, бывает мусульманцы говорят Аллаху Акбар, когда животное слышит Аллаху Акбар, он онемеет. Как будто, как врач, когда идет операция с больного, он делает ему укол, и он не чувствуется. Он никакой боли, никогда животное не кричал, не возмущался. Он спокойно идет, когда Аллаху Акбар, он знает, что это приказ Аллаха, и он ложится спокойно. Если он не видел до этого, кого-то убили, он не движется. Просто когда он спокойный. А когда он увидел до этого, как убили, он, конечно, это остается в память у него, и он начинает сопротивляться. Желательно, чтобы люди жили в мире. Сейчас месяц Рамадан. Поздравляю вас, поздравляю вашим мусульманам везде, и в Москве, и в Башкирии, и в Татарстане, и на Кавказе, и во всех странах мира, где мусульмане сейчас уже почти больше, чем 1,5 миллиарда. Много, альхамдулилля, соблюдает ислам, и, к сожалению, много из них еще не знает настоящий ислам, ислам мир, ислам любовь, ислам знания. Ислам, написано, первый аят ислама – «Икра». Все равно я поздравляю. Это желательно Коран, неспослан в месяц Рамадан. «Шахру Рамадан, аллади унзила фи аль-Кур'ан». Я вас напоминаю, что есть такой месяц, который был непослан Коран. Пожалуйста, поэтому читайте Коран в этот месяц. Желательно мусульман каждый день читать хоть бы один часть, одна сура. Что-нибудь вспоминал, не только читал и разбирал, и этот. Для этого необходимо, очень важно наш перевод, альхамдулилля, перевод, который создан со мной и моей женой, но мы посылали его имя моя жена, имам Валерия Борохова, которая действительно талантливая, русская, очень умная, русская, от семьи, атеистическая семья, которая их родители работали у царя. Они родились почти в Петербург, там в город Пушкин, где родились дети и дочки царя. Но она узнала, читала Коран, и она обалдела и сказала, нам необходимо донести этот Коран для всех народов, потому что это последняя книга, которую Аллах послал для всех народов. Это совместно вместе, мы вместе работали, мы вместе писали, мы использовали сотни тафсиров, десятки книги, изучали консультации у многих ученых, великих ученых мира, из Сирии, из Египта, из Саудии, из Иордании, из Ирака, из Алжира. И то, и другое. Иногда встречались на конференциях, иногда встречались и в Мекке, и в Медине, на Умра. Иногда, а в основном они приехали в Дамаск, потому что Дамаск очень прекрасный климат. Это в 80-х годах было спокойно, мирно, и много отдыхали туда. Тем более много ученых во всех университетах арабского мира из Сирии. Известный. Очень много тафсиров сирийцы сделали. Очень много тафсиров. И могу сказать, что классик тафсиры были именно в Дамаске во время халифата Умавьяд, во время халифата Аббасиин, во время халифата Андалусия в Испании. Все происхождение у них из Дамаска, из Сирии. Альхамдулилля, Раббил Аламин, благодаря Аллаху, Аллах нам поможет, мне и Валерия, чтобы в течение 15 лет мы там перевод сделали. Здесь уже почти около больше чем 500 000 распространяли, и еще распространяем. И, альхамдулилля, и очень многих великих русских ученых, великих русских арабистов они хвалили, все духовные управления, всех духовных управлений Сирия, извиняюсь, Россия и Средняя Азия и Кавказ все признают. Многих имамов и муфтият говорят, мы только используем
из Корана это перевод. Альхамдулилля. Еще раз поздравляю всем мусульманам праздник Рамадан. Эти дни надо использовать для любви, для прощения друг другу, для больше работы, потому что в эти дни Иблис и шайтан, они очень закрыты. Да, и человек очищается. Очищается, да. И желаю, чтобы дошли до праздника Курбан Байрам и поздравили, были полны здоровья. Желаю мир во всем мире, желаю мир в России, и в Сирии, и во всех местах, где там несколько конфликт. Желаю мир народ Палестины, который страдается. И желаю, что же война между Россией и соседом тоже она прекратится, и будет мир, желание, и оба народа будут жить хорошо и спокойно. Еще один вопрос можно? А как вы познакомились со своей женой? Мы познакомились на конференции. Так. Вы к ней подошли или она к вам? У нас был такой случай, когда отмечали годовщину Пушкина. Пригласили ее как специалист в стихах. Была очень такая скучная эта конференция, потому что все выступали в те времена, было 72 года. Мы только хвалили случай годовщина Пушкина, а все хвалили Маркес и Англис, и Пушкина, и Брежнева и так далее. И вообще забыли о том, что это случай этого Пушкина. Как раз говорят, что были такой случай, когда делали Бриме, делали самый лучший памятник, например, как его зовут это, например, Google, да? А самый лучший премии для кто сделал памятник Гугла. А кто занял первые места? Кто занял портрет для Ленина? Вот это были времена. Да. Она, когда все чувствуют, аудитория не заснула. И у нас есть гость из другой университет. Это случай был институт МАДИ, это Московский инженерно-строительный институт. МАДИ называется, на Ленинградский проспект. У нас есть гости из другого института, из МИФИ, специалист, который, он, конечно, она не признает, что она поет, но такие стихи неплохие. Она читала Пушкина, говорила о русский язык, говорила, что самый лучший язык это русский, самый лучший поэт это Пушкин, и хвалили так русских и язык, и русский народ, и русских поэтессы. И она много разговаривала, она наизусть знала их в стихах. Аудитория проснулась осторожно. Вы тоже проснулись? И я сам тоже проснулся тоже вместе с ней. Я удивился, я обалдел. И когда окончила, она тоже в этом говорит, я не признаю, что я похожий, я психолог, но она читала стихи, которые еще больше хвалили, и больше похвалили ее. Моя выступление было от именно арабских студентов. Было такая стандартная. Сирийские арабские студенты в Москве поздравляют, и годовщина Пушкина и так далее. Я думал, обед аудитория будет спать. Заснуться, обед все так. Я выбросил эту бумагу и сказал, уважаемый народ, уважаемая аудитория, вот такой великий народ, такой великий язык, такой великий специалист. Неужели в течение уже 170 лет почти за годовщина, неужели не родился этот народ великий, не родился еще один Пушкин? Я думаю, автор, который стал до меня, он такой же, как похожий на Пушкин. Я не специалист по русскому языку, не могу оценить, кто лучший. Тот Пушкин или это Пушкин. Но я могу говорить, что этот Пушкин красивее, чем того Пушкина. Она обалдела, она краснела, она так далее. Кончила разговор, она говорит, ты читаешь мои стихи? А у вас есть стихи? У меня уже в Москве почти 2-3 месяца уже. Нет, 2 года нет, я уже 2 года в Москве. Я сказал, вы ее нет, удивили? Да, я сказал, что и начали разговаривать так, потом я сказал, начали после те выступали, у них есть маленький банкет. Были маленькие бутылки, как для водка. Когда начали наливать, я положил руку на этот. Вам не наливали? Да, не наливали. Она говорит, ты что, за рулем? И тогда я не понял, что такое за рулем. Оказалось, ты знаешь, ты машина за рулем. Я сказал, что такое? Она говорит, ты машина? Нет, я еще студент. Она говорит, а почему не бьешь? Я сказал, потому что я мусульманин. А все мусульмане бьют. А я настоящий мусульманин.
Я другой. Вы ее удивили. Я другой. О, бывает, есть мусульмане настоящие и не настоящие. Есть мусульмане, которые соблюдают закон ислама. Есть мусульмане, которые они немножко не соблюдают. Я из тех, которые соблюдают. Она говорит, здесь атеизм есть. Я сказал, пожалуйста, мне не против. Аллах дал свободу. Кто хочет верит, кто хочет не верит. Ла икраха фид-дин. Нету в религии принуждения. И решили так немножко познакомиться и еще встречаться, поговорить об этом. И продолжали, сразу потом. Как быстро вы ей сделали предложение выйти замуж за вас? На следующую неделю, через 6 дней. Через 6 дней? Да. Мы встретили, я помню, в субботу, нет, в воскресенье, а в следующую субботу я делал предложение. И она согласилась? Да, у меня есть газета об этом. Если хотите, могу вам показать. Ну вот тогда вот посоветуйте, как нашей молодежи также быстро найти свою половинку и также быстро сделать предложение. И стоит ли в наше время так быстро делать предложение? Вы знаете что, конечно, нужно, но я, что вам сказать, могу вам сказать, что всегда женщина, она мужчина, он предлагает, да? Но я могу сказать, что если женщина не дает повод, он не может дать предложение. Поэтому я советую, женщина должна, она более инициатив. Я так советую девушкам, потому что тем более сейчас много девушек уже не замужем, и мало молодежь. Я считаю, если девушка смотрит на мальчика, видит, что он достоин ее, она должна дать им повод. Повод не сексуальный повод, а повод, например, слова, например, хвалить его или что-нибудь, или дать ему, например, предложить помочь, например, и предложить его, например, совместно учиться, совместно заниматься чем-нибудь, совместно, например, бизнес или что-нибудь, чтобы она увлекала его, чтобы действительно их вместе они были выгодны. Сейчас очень трудно. Молодежь очень, могу вам сказать, очень жалеть его, что ему трудно. И девушкам трудно, и мальчикам трудно. Надо, чтобы, поскольку страдает больше женщина, могу сказать, когда она не замужем, время – это враг женщина. Женщина, чем она, например, старше, тем она ее как тебе сказать, ведь замужем немножко уменьшается. Поэтому должна быстро, пока она молодая, пока красивая, энергичная, пока улыбчивая, чтобы она узнала сама вокруг себя, что считает, какой мужчина, какой из них может подходить к ней, и она сама должна идти к нему именно по свою культурность, по свою, например, знание, по свою именно, как тебе сказать, не только не сексуальное абсолютно, ни в коем случае. Потому что если он имел не этот, она уже все, для него она уже неинтересна. Поэтому должна быть все держать себя от этого, только дать ему интерес, что как выгодно их вместе, как интересно, как будет, например, более жизнь улучшается, и каждый, как она помогает друг другу, и так далее. Тогда будет это обязательно жениться, и тогда будет все, что они хотят. А если начать с этого, это все потеряется. Должна очень держать себя от этого. Да. И еще небольшой совет для девушек, на какие качества мужские она должна обращать внимание при общении. Чтобы он был мужчина, который имеет, который он работает, который серьезный, который именно оценит работу, оценит жизнь, оценит время, и оценит ум, не материал, не красота. И оценит женщина не голубые глаза и золотые волосы, а именно знать ее знания, ее порядок, ее доброта, ее, как тебе сказать, ум. Я могу сказать, для меня было именно я могу сказать, что она, конечно, была очень красивая, но я оценил ее ум больше, чем красота. Потом уже они сравнили там оба и то другой. А так вообще ум, могу сказать, что несмотря на умную женщину. Некоторые боятся, между прочим. Я скажу, неправда. Неправда. Женитесь на умную, она дает вам. Не боитесь, что она, например, будет конкретно. Нет, женщина умная, не обязательно, что она диктатор. Есть такой поговорка, это кавказская. Быть около жены, быть у руки жены, быть у руки, но чтобы ты не был в ее руках. Быть около руки. Около ее руки. Около ее ноги, только ни в коем случае не в ноге, не в руках. Это можно не обязательно, чтобы не вышла. А для мужчин такие же советы. На что обращать внимание молодым парням при выборе невесты? Вот именно ум и ее скромность,
И что она не была жадная, как чтобы этот... Да, потому что сейчас у молодежи нету таких много денег, чтобы этот, чтобы они чувствовали, что она нематериальна, она ведь замуж не за его деньги, а за его личность, за его именно как мужчина. Потому что я вам скажу, когда мужчина женится, Аллах дает им из-за себя, из-за жены. Поэтому многих людей, был такой случай, хадис Пророка саллаллаху алейхи пришел мужчина и сказал, я бедный, он говорит, женись. Вот о Пророка саллаллаху алейхи а я кормить себя не могу. Он говорит, женись. И Бог даст возможности. Он слушал Пророка саллаллаху алейхи и нашел женщину, которая сказал, Пророк сказал, что я должен жениться, я женюсь, я деньги нет у меня. Но если Пророк сказал, я согласна. Эта женщина оказалась, что она имеет завязать. Это сделать, да, это, например, кофты или что-то, например. Свитера и так далее, завязать вот так далее. Он пошел, оказался у них, у родителей, у него есть овцы. Он взял их, дал им шерсть, и начал, он дает им шерсть, она называет их и продаются, и богатели. Действительно, разбогатели. И Аллах говорит, когда мужчина женится, Аллах дает ему ризык на себя и на жены. Поэтому советую тоже, это мужчина, что он не боится, если он... И пусть девушка не боится, что он бедный. Когда они женятся, Аллах дает им оба. Есть такой приговорка, например, это арабское слово, например. Пришел один бедный, попросил рука девушка. А родитель говорит, он бедный. Потом пришел человек, он грамотный, он религиозный. Молится, соблюдается, все так законно, культура и так далее. Родители отказали. Пришел второй человек, не религиозный, но богатый. Они сказали, почему вы взяли дочь за богатого, а он не аморальный? Они говорят, Аллах ему, может быть, направляет и будет хороший, культурный и нормальный. Они сказали, а почему, когда бедного не сказали, не дадим его, Аллах дает ему богатство? Почему тот вы решили, что Аллах может его исправить и сделать хороший, а это бедного, который не думали, что Аллах может дать богатство. Это именно как противоречит, когда, например, люди не так соблюдают. Советует мужчина, что именно женщина, которая... Я могу советовать многих молодежь, которые они, например, не нашли работу, чтобы они женились на девушке, которая старше их немножко лет. Да, потому что она очень более опытная, она более мудрее, она их использует и возможность, это в пользу их семьи. И моя практика, могу сказать, много людей, которые, например, именно молодость, вышли замуж, женились на женщине, которая старше их, на 5, на 6 до 10 лет, например, это нет разницы. Да, они были очень удачны. И семья была крепкая, и так далее. А есть наоборот, например, иногда желательно, иногда говорят, что мужчина должен жениться на младшей, да? Там. Да, мужчина выбирает помоложе. Да, но это не тут времена. Сейчас сейчас мужчина очень многих, могу сказать, выходит из супруга жизни в многих малых годах. Потому что напряжение, многих атмосфера, не такое питание, не такой воздух, не такая атмосфера и так далее. И мужчины уже, они устают, и вам сказать, они уже потеряют свою способность, мужчина в молодость. А когда люди живут в Сахара, в деревнях, все чисто воздух, чистое солнце, чистое питание, да, конечно, у них другой. И там мужчина, который фаллях, он может жениться на младшей, потому что она должна все работать вместе с ним во всех областях, из-за коровы, из-за птиц, из-за кур, из-за пшеницы и так далее, и так далее. А человек в Медине, в город, другое обстоятельство.